Как художник, я усматриваю свою основную задачу в том, чтобы воспевать свой народ, лучшие страницы его истории. Каждый человек, тем более художник, если он поставит цель воспеть судьбу человека или какие-то страницы истории своего народа, он прежде всего должен обогащать свои знания. Вот процесс обогащения, то есть изучения культуры, истории, литературы, наследия народа, есть страницы, которые тебя моментально заинтересуют. Вот тогда ты начинаешь думать, а почему не написать эту страницу истории народа? Воплотить именно этот кусок. Тогда ты можешь отражить или героическую сторону этого народа, или трагическую сторону судьбы этого народа, или расцвет культуры этого народа. Поэтому все народы создавали веками свою историю. Вот художники должны знать всю историю наследия и найти те точки, которых надо раскрыть и воплотить. Поэтому вот лично в моем творчестве вот тот самый, скажем, первая опера «Назгум». Это целая эпопея в истории народа. Он был первый. Первая в уйгурской музыкальной культуре опера «Назгум» — это он. Первый балет «Чин Томур» — это тоже Куддус Кужамьяров. Быть первым почетно. Это строка в истории. Но ведь само время выбирает, кому быть первым. Чтобы создать новое музыкальное произведение, я должен перевоплотить все это богатство. Звучит его досконально. Поэтому я в студенческие годы уже, будучи молодым, прежде всего я бегал в уйгурский театр. Там были лучшие исполнители народных песен, народные музыканты, народные певцы. К сожалению, сейчас таких певцов народных у нас почти не осталось. Потому что те шли от тех глубь тех веков, которые формировались. Вот благодаря их я мог воплотить, звучить все вот достояние уйгурской народной музыки и зафиксировать их. Вот только после этого я переварил. Когда я переварил народное творчество, я уже могу создать произведение, она где-то была как бы отзвук народной музыки. Отзвуки творчества этого народа. Поэтому он играет колоссальную роль. К сожалению, у нас сейчас к этому вопросу поверхностно подходит. Особенно молодежь, вот городской молодежь. Но эпоха надо играть роль, конечно. Вот сейчас молодежь увлекается так называемой поп-музыкой, современной музыкой. Вот, чтобы воплотить в себе народное творчество, не всегда они увлекаются. А это отражается в творчестве. Поэтому не всегда молодые композиторы бывают определенные, относящие к какой-то национальности. Это по-своему исторический факт, в
культурной жизни Казахстана. Профессиональные музыканты отмечают 50-летие своего союза. Вот содружество наций. Узбеки, казахи, киргизы, туркмены, все они достигли высокого уровня профессиональной музыкальной культуры. Но, естественно, мы, уйгуры, не можем отстали. Если я достиг чего-то, благодаря этому взаимовлиянию, взаимопомощи братских народов. Среди вот казахской интеллигенции я вырос. Но кроме меня еще сейчас растет молодое поколение. Это вот Санат Кибирова, братья Ситековы. Я думаю, они будут достойными продолжателями нашего дела. Ну, конечно, у нас профессиональная музыка в уйгур на том уровне не могли формироваться, расти, потому что такого возможности, может быть, и не было. Новые поколения приносят новый струю, новое мышление, новая трактовка. Я верю, что в следующем полустолетии наша молодежь поднимет еще на высший уровень нашу культуру. Народный артист СССР, лауреат государственных премий СССР и Казахской Республики, профессор. Қымбатты қонақтар, жолдастар. Биыл 50 лет для человеческой жизни – долгое время, если говорить о жизни человека. Но для истории это срок малый. А в музыкальной культуре народа пройден путь огромный. Мы без стеснения можем демонстрировать наш уровень как в стране, так и за рубежом. Начинался наш союз всего с 5 человек. А сейчас только в этом зале более 100. Конечно, не количеством определяется уровень, но только многими единицами совершается прорыв к иному уровню культуры. Есть минуты, в которые вполне чувствуешь недостаток земного языка. Хотел бы высказаться какой-то гармонией, музыкой. Музыка одна может перенести трепет одной души в другую, перелить сладостное, безотчетное томление. Веками плетет история нить неповторимой культуры народа, нарушить которую просто, но, как оказывается, всегда непростимо. Историю уйгуров, естественно, не охватить в этом фильме. Она продолжается, происходит, и это есть и будет. Tomoshabinlar, hozir sizlar tanishgan SSSR xalq artisti Quddus Xo'jamiyarovning asari. Воспет Жильцов, я родился, вырос. Очень хороший, я написал стихи Туманбай Молдалаев, талантливый поэт казахский. И что же, я решил отразить вот сама природа, красоту вот Семиречья. Чтобы отразить, его надо прочувствовать. Не просто вот видеть Жильцов, это красивый край. Но его прежде надо прочувствовать по-настоящему, знать его.
тогда оно тебе зарождается. Обычно мне говорят, ты очень организован, трудолюбивый. Я в таких случаях говорю, я был деревенским мальчиком. Я 3 месяцев остался без отца. Ну, был отчим, потом мать. Годы голодовки уже исчез и отчим. Мать приехала в город, поработала уборщицей. Ну, отсюда каково было детство. Самые трудные годы – это годы коллективизации, годы голодовки. А мы, деревенские дети, с утра до поздно вечера работали. Даже 4, 5, 6 летние дети. То дрова собирали, то в табак собирали ветки, шнуры шили. То по горам ходили, то в огороды возились. Второй я был солдатом. 6 лет года войны. Это много. Но за 6 лет ты закаляешься как никогда. Там и дисциплина, там тоже собранность, организованность, труд прежде всего. Вот это качество деревенской мальчишкой и армейской служба во мне заложила какой-то образ агентства трудолюбия. Когда уже приехали, мама приехала в город, я был в детдоме, потом я должен был поступить уже в среднее учебное заведение. И по возможности я должен был идти в строительный техникум. Но встретился один мой друг, казак Крыхпаев, такой был, мы с ним районного союза, встретился, он говорит, слушай, вот там принимать без экзамена. Я говорю, что там? Там музыку учат. Я говорю, что, музыка разве учат? Нет, учат. Ну, мы пошли. Но они меня проверили, говорят, давай документы. Так что, конечно, я никогда не думал, я буду музыкантом, но, видимо, они обнаружили у меня способность, дар. Первый раз я видел пианино, до этого представления не имел. Проверили ритм, видимо, как я понимаю, память, слух. И сказали, давай документы. Так и я попал в музыку. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Mening so'zimni anglab jursizlar, o'qib jursizlar. Я еще не забыл уйгурский язык и надеюсь, он вам понятен. Где бы человек ни находился, чем бы он ни занимался, есть земля, которая всегда в памяти. Там он родился. Земляки. Я знал одну улицу в этом поселке, а сейчас он такой большой. Hozir kelsak u ko'chada bu yoqqa tushib ketsin nurg'un cho'ng mayli ekan.
стать музыкантом, надо иметь основательное образование. В наше время принимают музыку с 6-7 лет, даже с 5 лет. Кончает 11 лет, потом консерваторию или училище, консерваторию, потом становятся профессиональными музыкантами. Видимо, не все заключается в том, что он сколько учился. Главное зависит от таланта человека и его целенаправленности. У нас в 30-е годы, когда открывался первый музыкальный училище, собирали со всей республики детей, одаренных, без всяких музыкальных образований. Вот годы голодовки, если можно так сказать, 30-е, 31-е, 32-е годы, собрали вот группы детей казахских в основном. Частично там были у нас уйгуры были, там татары были, и русские были, детомские русские, там были там. Вот мы первые, знаешь, как сказать, студенты первого Алматинского музыкального драматического техникума тогда назвал. И мы начали вот заниматься, все тогда, кто учился тогда в музыкальном училище, стали знаменитостями. Несмотря, что они тогда не только музыкальную подготовку, даже русское слово не знали. Вообще мы русских боялись, деревенские дети тогда. Ну, потому что тогда всегда пугали, русский идут, русский идет. Приезжие русские все были, вот как-то, знаете, или кровью заинтересованы вот, помочь этому народу местным. Этим детям, которые приехали с села, ничего не знаешь, как поднять там уровень. Поэтому о этих русских самым лучшим впечатлением. Сейчас у нас наезжает полно, они не только помогают, надо раскалечить. Сейчас так стало время. А тогда они с любовью, отдачей полной. Вот благодаря этому вот куча молодые люди, которые почти не учились русскому языку, и не учились музыке, стали первоклассными музыкантами. Самое главное, вот этих воспитателей роль, чтобы отдать все, чтобы эти люди стали людьми. Поэтому Брюсовский играл большую роль в формировании не только профессиональной музыки, подготовки кадров. Все наши кадры, композиторы, основные его ученики. Яй, Байкадамов, Мусин, Рахмадиев, Мухамеджанов, Бычков и многие другие все его ученики. Есть такая крупнейшая пустыня Такламакан. Через эти пустыни проходил шелковый путь. Ну, есть пустыни, Сараха, Каракум, Гоби, Такламакан. Ну, мы знаем пустыню, ну что пустыня. Вот я как заинтересовался такой здесь Прижевальский, великий русский путешественник, ученый. Он бывал в этих краях, написал древнюю культуру уйгуров и также коснулся именно Такламакана. И что вы думаете? Я решил эту симфонию сделать, Такламакан. И я ее сделал, ну, я не буду оценивать, какая симфония получилась. Во всяком случае, она большим успехом исполнялась в Москве, в зале, здесь в Алмате. Но резонанс очень хороший. Получилось крупное полотно о судьбе народа.
Я вот долгие годы был членом комиссии по Ленинским государственным премиям Союза СССР. Ну, там, вам известно, были созвездия всех наших деятелей, как в области литературы, искусства, живописи, театр, кино. Ну, такие величины, как Шостакович, Хачатурян, Хренников, Каракараев, Жиганов и многие другие ведущие композиторы, также ведущие писатели, театральные деятели, кинематографисты. Это очень солидные организации, и вместе с тем очень напряженные организации. Потому что каждый кандидат обсуждается многократно. Ну, бывают и субъективные, и объективные мнения. Но вот высказывания всех этих ведущих деятелей по всем отраслям и области искусства, конечно, большой урок был для меня. Я в этом формировался, но, конечно, я не был просто пассивным членом, я тоже был активным. Чтобы быть активным, надо было знать точку зрения своих коллег, чем-то соглашаться, чем-то отстаивать интересы. Ну, бывали случаи, достойные прежде люди получали, бывали иногда, кто-то мог пролезть под нажим. Но надо отдать данные этой комиссии, если нажимает сверху, тогда обычно не пропускали. Ну, даже такие величины, как вот Образцов, Моисеев, даже Райкин дважды не проходил. Почему? Одни считают Райкин это величина эпохи, другие считают, ну, все равно однообразие. Тут у каждого свое мнение. Но, но я считаю, все-таки это гениальный человек. Единицы бывает. Но если так подойти, Чаплин тоже, можно сказать, однообразие. Он создал свой профиль, свой образ, он воплощал всю жизнь этот свой образ. То есть что? Здесь подходы разные бывают. Но в любом случае, я читаю, и самое большое для меня, чтобы там формировался я как человек, как гражданин и как художник. Так что была вполне возможность мне общаться с всеми нашими лучшими композиторами эпохи. Вот тот самый Шостаковичем, Хачатуряном, Каракараем, Хренниковым, Щедриным, Московским, Шибалиным, таким замечательным музыкантом, которым я занимался. Тот Шапорн был великолепный композитор, человек, очень обаятельный человек он был. Так что созвездие тогда все время. Тот самый Ростропович, тогда у нас судействовал, у нас в Союзе, пока он не уехал. То время было время такое большого подъема нашей культуры. Симфония номер 5. Исполняет оркестр, дирижер Ринат Салаватов.
Что значит жизнь? Оглядываемся назад и постоянно задаем этот вопрос. Отвечаем поступками. Они соизмеримы времени. Прожить жизнь достойно – самый большой поступок. Вписаться в историю народа – легенда. Время примиряет красивых, отважных, талантливых.